В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Арбин. Сегодня в выпуске. Конфронтация между Россией и Украиной в связи с проникновением в Крым группы диверсантов набирает обороты. Президент Украины Порошенко уже сообщил, что украинская армия приведена в состояние боевой готовности. А Путин решил прервать все переговоры о судьбе Донбасса. Для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем путем переговоров. Сразу в 3 городах российского Урала одновременно арестованы 69 выходцев из Центральной Азии. Они занимались вербовкой повстанцев для военизированной организации ИГИЛ. У вербовщиков изъяты экстремистские книги, оружие и взрывчатка. Документы всех задержанных были в полном порядке. Там в договоре написано, я тоже есть в договоре. Казахстанский пловец Дмитрий Баландин стал сенсацией на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Такой блестящей победы не ждал никто. Команда Казахстана сразу поднялась в командном зачете с 30 на 12 место. Раз я это сказал, да. Я правда счастлив. В сирийском Алеппо, возможно, опять применили боевой газ. Есть погибшие. Показания очевидцев разнятся. Одни говорят, что бочка с хлором упала с неба, другие, что это была ракета. Российское командование, между тем, объявило о гуманитарных окнах для доставки помощи. С завтрашнего дня с 10 до 13 часов местного времени будут устанавливаться гуманитарные окна. Спасенный из нефтяного пятна пингвин каждый год преодолевает 8 тысяч километров вплавь, чтобы отблагодарить своего спасителя. Ученые не находят аналогов такой дружбы. Между Россией и Украиной снова резко обострились отношения. Президент России Владимир Путин обвинил Украину в отправке диверсионных групп в аннексированный Крым. Вслед за ФСБ Путин заявил, что якобы диверсанты из Главного разведывательного управления украинской армии собирались совершить ряд террористических актов в Крыму. Это очень опасная игра. Мы, конечно, сделаем все для того, чтобы обеспечить безопасность объектов инфраструктуры, граждан. Примем дополнительные меры по обеспечению безопасности, причем это будут серьезные дополнительные меры. На заседании Совета безопасности было объявлено, что Россия приводит в повышенную боевую готовность части на сухопутной границе Крыма и Украины, а также в морской акватории и в воздушном пространстве. Также Владимир Путин заявил, что не видит смысла в дальнейших переговорах об урегулировании ситуации на востоке Украины на Донбассе в нормандском формате. С российской стороны есть потери, убито 2 военнослужащих. Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить не будем. Но я бы хотел обратиться еще и к нашим американским, европейским партнерам. Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем путем переговоров, а переходят к террору. Вот это очень тревожная вещь. Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал обвинения в адрес Украины фантазией. Петр Порошенко поручил привести в повышенную боевую готовность подразделения армии страны на границе с Крымом и в Донбассе. Согласно заявлению, решение было принято в связи с провокационными действиями Российской Федерации в оккупированном Крыму. В ночь на 7 августа, как рассказали источники российской газеты «Коммерсант» в ФСБ, группа из 7 вооруженных людей, которые были одеты в камуфляже еще советского образца, на надувных лодках была переправлена через Перекопский залив и высажена в районе Армянска. Этой группе каким-то образом удалось миновать пограничные посты. Однако диверсантов обнаружила группа сотрудников спецназа «Вымпел». Они вызвали на подмогу пограничников и вступили в бой, в ходе которого погиб 1 российский пограничник и 2 предполагаемых диверсантов. Оставшихся 5 россияне взяли живыми. Тем временем другая группа диверсантов, по версии российских спецслужб, узнав о провале операции, пыталась вернуться на территорию подконтрольную Украине. Однако их обнаружили уже российские десантники, в бою 1 из которых погиб. Лидером задержанных в ФСБ назвали гражданина Украины Евгения Панова, который, как утверждают следователи, дает признательные показания. Украинцы все это отрицают. Все вчерашние заявления Москвы не соответствуют действительности. Украина не устраивала вооруженных провокаций ни в этом, ни в каких-либо других районах. Ни одного сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины в Крыму задержано не было. Эти действия и заявления Кремля сделаны с целью дискредитации Украины, срыва минских договоренностей, а также эскалации конфликта на востоке Украины. На конфликт уже отреагировала Америка и страны Европы. А военные эксперты предполагают, что вслед за выходом из переговорного процесса
процесса, Россия может снова активизировать боевые действия на востоке Украины. На Урале сотрудники ФСБ заявили о раскрытии сети вербовщиков, которые набирали повстанцев для военизированной организации ИГИЛ. Через интернет-группу «Рохнамо», в переводе с таджикского языка, это путеводитель в исламское государство. Все задержанные вели агитацию для отправки в Сирию и Ирак добровольцев и собирали деньги для финансирования международной организации ИГИЛ. Российские документы арестованных были в полном порядке. Ну, там в договоре написано, я тоже есть в договоре, что там 3 или 4 человека. Все там вписаны, Да. Все. По данным спецслужб, члены группировки находились сразу в 3 уральских регионах – Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Головной офис повстанцев располагался в Екатеринбурге. Там и были задержаны 69 человек – россияне, а также уроженцы Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В квартирах пропагандистов нашли запрещенную литературу, видео и оружие, гранаты и взрывчатку. В отношении лидера ячейки и 3 его помощников возбуждены уголовные дела. Сеть вербовщиков действовала по всему миру. Всего в сообщество «Рохнамо», по данным ФСБ, входят более 100 тысяч человек. Координированием занимаются десятки людей в России, в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Тысячи узбекских женщин, вышедших замуж в соседнем Кыргызстане, не могут получить гражданство этой страны. Процедура его смены слишком сложна из-за позиции Узбекистана, который уголовно преследует людей с двойным гражданством. В результате эти женщины и их дети, речь идет о десятках тысячах людей, абсолютно бесправны в обеих республиках. Сайора Назарбекова из Узбекистана 10 лет назад вышла замуж за жителя соседней Киргизии. Она живет в Оше с мужем и 3 детьми. Но каждые 2 месяца вынуждена ездить на родину. Она так и не получила киргизский паспорт. И по закону может находиться в Киргизии не более 60 дней. По возвращении ей нужно снова зарегистрироваться в Оше. В противном случае ее могут депортировать. Из-за этих отъездов она часто ссорится с мужем. Недоволен то, что постоянно надо с 3 детьми мотаться, да, а оставлять детей тоже не хочется. С 3 детьми мотаться постоянно, вот эти дальние дороги по 5-6 часов. Их называют узбекские невесты. По словам директора правозащитного центра Джамили Капаровой, таких женщин в Киргизии около 10 тысяч, у каждой по 3-5 детей. Таким образом, в стране живут около 50 тысяч бесправных людей. Эта вся категория женщин и детей, они у нас отстранены от своих прав. Право на образование, право на социальные льготы, право на здравоохранение, право на какие-то пособия. То есть эти люди не имеют никакой поддержки государства. Власти Киргизии не требуют от иностранок, вышедших здесь замуж, отказа от гражданства. По словам начальника паспортного стола Оша Рената Алиева, им легко выдают киргизские паспорта по упрощенной процедуре. Там четко в законе предусмотрено. Невесты со стороны государства дают скидки о приобретении гражданства. То есть мы им должны в упрощенном порядке дать гражданство. Трудность в том, что Узбекистан двойное гражданство не признает. Если при въезде на родину обнаружится наличие гражданства другой страны, узбеку может грозить уголовное преследование. А отказ от узбекского паспорта сопряжен для этих женщин с большим количеством хлопот и трат. Кроме того, запрос на выход из гражданства подписывает лично президент Ислам Каримов. И рассмотрение вопроса может занять несколько лет. Сенсационная победа казахстанского пловца Дмитрия Баландина. Это первая для Казахстана золотая олимпийская медаль в этом виде спорта вообще. Никто не ожидал этой победы. Теперь Казахстан в общем зачете Олимпиады занимает 12-е место, поднявшись с 30-го. В полуфинал заплыва на 200 метров брасом 21-летний Дмитрий Баландин вышел с 8-м результатом. В финале он плыл по 8-й последней дорожке, которую обычно выделяют аутсайдерам. Сначала Баландин шел 4-м, но перед финишем резко прибавил скорость и победил. Тысячи болельщиков аплодировали стоя, а мама пловца плакала от радости. Журналистам, которые накинулись на чемпиона с расспросами о его чувствах, Дмитрий Баландин ответил так. Ты уже говорил, собственно говоря, 10 раз это сказал. Да. Я правда счастлив. Это большая гордость вообще представлять страну на Олимпиаде. А уж тем более, когда ты сможешь что-то дать этой стране, это реально большая честь. Я очень счастлив.
Сразу после Олимпиады в Рио стартуют Паралимпийские игры. Кыргызстан представят 3 спортсмена, 2 пауэрлифтера и 1 легкоатлет. Сейчас они активно готовятся к состязаниям и обещают выйти на пик формы прямо к началу Паралимпиады. Шавкат Тургаев встретился с кыргызскими паралимпийцами. У Джирхалбека врожденный двусторонний вывих бедра. Но поднять большой вес для силача не проблема. Еще один подход, и планка в 200 килограммов преодолена. В пауэрлифтинге спортсмен уже 7 лет. Упорные тренировки дали свои плоды. Недавно он стал бронзовым призером чемпионата мира. А через месяц защитит честь страны на Паралимпиаде в Рио. Лицензия на игры досталась ему кровью и потом. Наравне со мной несколько спортсменов тягались. И вот мне с трудом удалось оторваться от них. И все 3 подхода мне надо было, чтобы я хорошо выжил. Да? Я даже иногда забываю, что у меня 2-я группа. Себя. Благодаря спорту, наверное. Пауэрлифтеры с физическими особенностями тренируются в этой ветхой тесной каморке. Государство практически им не помогает. Даже на ремонт денег не дает. Все держится на Аднане Джабраилове. Он и тренер, и диетолог, и массажист, а порой и спонсор. И вон там стоит старый заброшенный туалет. Никто деньги не хочет так вкладывать. Дайте, говорю, в аренду на 49 или продайте, я ребятам переделаю парилку. Я далеко от мысли, что что-то на этой парилке зарабатывать. Готовность паралимпийцев Аднан Заиндиевич оценивает на 90%. За 10 дней до старта игр он выведет подопечных на пик формы. Шансы завоевать медали у ребят хорошие. Вы знаете, у нас до того плотный результат. Вот может сорваться один подход 5-7 килограммов. Разница. И очутиться с 1-го на 8-м месте. Это очень тонко надо подходить. Еще зависит всегда от судей. Судьи тоже много решают. Еще у одного пауэрлифтера Эсена Калиева детский церебральный паралич. Он действующий чемпион мира и главная надежда Кыргызстана в Рио. Ему 33 года, и золотая медаль могла бы стать венцом его карьеры. Конечно, спортсмен всегда надеется на лучшее, да, и на медаль. Я всегда мечтаю, чтобы у меня на Олимпиаде был золотой медаль, да. Я из-за этого тренируюсь, хочу взять золотую медаль. Это мечта. Арстанбек Базаркулов последний из наших, кто завоевал путевку, но уже в толкании ядра. Все 3 кыргызских спортсмена обещают привезти медали. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. В сирийском Алеппо, возможно, опять применили боевой газ. Есть погибшие. Показания очевидцев разнятся. Одни говорят, что бочка с хлором упала с неба, другие, что это была ракета. Российское командование, между тем, объявило о гуманитарных окнах для доставки помощи. С завтрашнего дня с 10 до 13 часов местного времени будут устанавливаться гуманитарные окна. Спасенный из нефтяного пятна пингвин каждый год преодолевает 8000 километров вплавь, чтобы отблагодарить своего спасителя. Ученые не находят аналогов такой дружбы. В сирийском Алеппо, возможно, опять было применено химическое оружие. Десятки человек, проживающих в этом подконтрольном повстанцам районе города, отравились. Местные спасатели в интервью агентству Рейтер утверждают, что есть человеческие жертвы, а бомбы с химическим веществом были сброшены с вертолета. Вертолеты сбросили баррельные бомбы в районе Зубдия. В одной из 4 бочек был хлорный газ. В результате 2 детей и женщина погибли в мучениях. Еще у 7 были проблемы с дыханием. Мы убираем остатки бочек с ядом, чтобы дети с ними не играли. Всех отравившихся доставили в местные больницы, врачи которых заявляют, что пока нет подтверждения, что был применен боевой газ. Главный врач одной из больниц Алеппо говорит, что, возможно, это отравление угарным газом, выделившимся после взрыва авиационной бомбы. Сами пострадавшие рассказывают разные версии атаки. Одни говорят о падении бочки с неба, другие о том, что прилетела ракета. Объективного независимого расследования этого случая пока не произведено. Я собирался идти на работу, когда появились российские самолеты и были сброшены первые бомбы. Позже был 2-й удар. И, как мне показалось, он был химическим. Дети плакали. У всех у нас из глаз полились слезы. Я начал задыхаться. Рядом задыхались женщины. И стоял отвратительный запах. Хуже всякого газа. Это было что-то вроде бочки. Мы остановились, и недалеко прогремел взрыв.
Мы побежали посмотреть, что там происходит. Мы видели, как из бочки выходило что-то вроде газа, как если открыть обычный газовый баллон. Был сильный запах хлорки. Все вокруг начали задыхаться, в том числе и женщины, и дети, и мужчины. Многие жители района побежали смотреть, куда упала ракета. В результате все они отравились. Это вторая атака, о которой за последние 7 дней сообщали жители города. Прошлую пятницу в районе подконтрольном армии Башара Асада 7 человек погибли из-за отравления ипритом, который, по версии сирийского правительства, через подземный туннель пытались доставить повстанцы. Десятки человек получили тяжелое отравление. Тип газа был идентифицирован сирийскими и российскими химиками. Однако все эти атаки не идут ни в какое сравнение с массовым применением химического оружия в сирийском городе Восточная Гутта в 2013 году. Тогда, после распыления нервно-паралитического боевого газа «Зарина», сразу погибли более 1400 человек, почти 500 из них были дети. Противоборствующие стороны обвиняли в этой атаке друг друга, и кто применил этот газ, до сих пор точно неизвестно. Хотя западные эксперты настаивают, что это сделали химические войска правительственной армии. Тем временем военная ситуация на подступах к окруженному армией Асада Алеппо остается очень тяжелой. Наступающие с целью прорыва блокадного кольца повстанцы и обороняющиеся солдаты сирийской армии несут тяжелые потери. Разные источники сообщают, что речь идет о 700 погибших в день с обеих сторон. Эксперты считают, что в сражении за Алеппо наступило некое равновесие, когда ни одна из сторон не может одержать окончательной победы. Повстанцы не могут деблокировать своих сторонников в городе, а у армии Асада уже почти не осталось ресурсов для решительного штурма. Сегодня с отчетом о происходящем выступили российские военные, чья авиация поддерживает сирийские правительственные войска. Наиболее тревожная обстановка сложилась на юго-западных подступах к Алеппо, где террористы создали группировку численностью около 7 тысяч боевиков, имеющих на вооружении танки, боевые машины пехоты, артиллерию и автомобили с установленным на них вооружением. Данная группировка продолжает пополняться за счет резервов террористов. Также генерал Рудской объявил сегодня об установлении гуманитарных окон в Алеппо. Это означает, что в определенные часы сирийские и российские военные будут прекращать все обстрелы и бомбардировки, чтобы гуманитарные организации могли доставлять помощь жителям города. Для гарантирования полной безопасности прохода колонн внутрь Алеппо с завтрашнего дня с 10 до 13 часов местного времени будут устанавливаться гуманитарные окна, на время которых прекращаются все боевые действия, удары авиации и артиллерии. В ООН заявление российского генштаба о гуманитарных окнах восприняли скептически. Там считают, что военные должны передать гуманитарные коридоры под контроль Организации Объединенных Наций. Мы, конечно, готовы вести любые переговоры с любым государством-членом ООН, который делает какие-либо предложения. Но именно ООН должна быть ответственна за доставку гуманитарных грузов. Эта доставка должна соответствовать нашим принципам, быть абсолютно нейтральными, независимыми и беспристрастными. Для нас не представляется возможным работать в тандеме с любой военной силой или стороной конфликта. Также в Сирии не прекращаются бомбежки города Идлиб, который удерживают под своим контролем повстанцы из международной организации Джабхат ан-Нусра. Бомбардировка города с воздуха идет не переставая уже 3-е сутки. Она началась с применения фосфорных бомб. По крайней мере, об этом сообщали в соцсетях жители Идлиба. Авиаудары следуют волна за волной. Вы видите кадры, как под бомбежку с воздуха попали спасательные службы повстанцев, приехавших вытаскивать людей из-под завалов после предыдущего налета. И снова на олимпийскую тему. Продолжают поступать отзывы на скандал, связанный с российской пловчихой Юлией Ефимовой, которая завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брасом. Она начала свое выступление под неодобрительный свист трибун, а во время церемонии награждения ее оскорбляли американские спортсменки, которые получили золотую и бронзовую медали. В результате Юлия Ефимова разрыдалась прямо на пьедестале. За спортсменку вступился всемирно известный российский пловец Владимир Сальников. Ефимова прошла через очень тяжелые испытания, и в атмосфере недоверия и неопределенности она проявила, я думаю, серьезные очень черты характера, стойкость
целеустремленность, поэтому я считаю, что ее медаль заслужена. В целом атмосфера очень странная, как в прошлом, когда мы были в ситуации холодной войны, и все было так, словно Россия против Америки, а многие только подливали масло в огонь, чтобы раздуть это. Финал по синхронным прыжкам среди женщин пришлось проводить в зеленой воде. Спортсменки не видели друг друга. Соревноваться им пришлось практически вслепую. Почему внезапно изменился цвет воды в Олимпийском бассейне, узнали спустя только сутки. Подробности в репортаже Рейтер. Организаторы игр в Рио сутки пытались объяснить, почему в Олимпийском бассейне внезапно позеленела вода. И не так, чтобы слегка, самую малость позеленела. Она стала насыщенного цвета лайма. Никто ничего не успел сделать. Финал по синхронным прыжкам у женщин пришлось проводить в этой зелени. Миллионы телезрителей были изумлены. Эмоции спортсменов просто трудно представить. Британская синхронистка Таня Коуч потом возмущалась, что не видела под водой напарницу. Синхронистам не очень повезло, а вот прыгуны в воду довольны, им в целом все равно. Когда я прыгала в первый раз, говорит канадка Розалин Фильон, с трудом сдерживала смех. Дойдя до края трамплина, я посмотрела вниз, и она была зеленая, по-настоящему зеленая. Но многим было совсем не смешно. Сначала подозревали, что это водоросли, а значит, недостаточно химикатов, и вода в бассейне просто грязная. Появились версии об утечке радиации. Эксперты Федерации плавания проверили воду и заявили, она абсолютно безопасна, но зеленой она быть не перестала. Больше того, эпидемия распространилась на второй бассейн для водного пола. На этом фото с ним еще все в порядке. В среду представитель оргкомитета игр Марио Андрадо все объяснил. В середине дня случилось неожиданное падение уровня содержания щелочи в бассейне для прыжков, и это главная причина изменения цвета воды. Колебания в химическом составе привели и к другим изменениям. С бассейном для пола случилось то же самое, но уровень pH и хлора соответствует стандартам. Мы надеемся, что вода вскоре вновь станет голубой, добавил Андрадо. Спортсмены и телезрители ждут новых сюрпризов. Удивительные истории происходят не только на спортивных бразильских аренах. К берегам этой страны каждый год приплывает дикий пингвин, чтобы встретиться со своим спасителем. В 2011 году бразильский пенсионер Жоау Перейра де Соуза обнаружил на скалах детеныша пингвина, который был перепачкан нефтью. Птица не смогла самостоятельно двигаться и питаться. Дедушка взял пингвиненка домой, отмыл, выкормил его и дал кличку Дин-Дин. Через несколько месяцев, когда у пингвина появилось взрослое оперение, он покинул своего спасителя и, присоединившись к сородичам, отправился на побережье аргентинской Патагонии. От Рио это в 8000 километров. Но в следующем году пингвин вернулся, снова прожил у дедушки несколько месяцев, а потом снова уплыл в Аргентину. И так происходит уже 4 года подряд. Бразильские биологи заявляют, что не знают аналогов такой привязанности пингвинов к человеку. По их мнению, Дин-Дин считает де Соузу членом своей семьи и думает, что тот тоже пингвин. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.